Если птенец орла попадает в курятник, то из него в максимум вырастет только петух. Это вот точно скажу. Но вообще у тебя династия, да? У тебя отец был борцом. То есть дед был, это династия, да, у тебя Не, идет не так? дед. То есть ты хочешь сказать, что у него талант, его старшего брата было лучше, чем даже у Расула. Это правда? Отрезок, где я говорю, да, я там... Обманывал Ты людей. уже сказал, да. Кем ты хочешь стать? Хочешь стать миллионером? Стань. Что надо делать? Ма фикр мекунам ки ягон фарзанди одам ко бечора нест. Тоҷикӣ мехонсална барои чи ҳами тренеритона мисоли гап дар Тоҷикистон давом надодаину дар Россия давом надодаину? Точки богом. Беҳтарин мешавад. Мы варзишгаро, а мы вазири спорт дорим. Золотое яйцо Чингисхана, значит. Это немножко другое. Твой сын умер. Я его похоронил. Ну, чтобы уметь Чабакана. Да. И понятия не имел, что его отец и мать живы, да? Мне звонок, я встаю и говорю: братья, отец уходит из жизни, мне надо поехать попрощаться. Он перед смертью, когда стоял, он говорил, чтобы об этом Расул не знал. Он должен готовиться к своей Олимпиаде. Может быть, Ты джаназа что успеть когда-нибудь? психологически себя настроить. Это было очень тяжело потерять отца. И я понимал, что передо мной стоят Олимпийские игры. Я хочу, чтобы все таджики получили паспорт. Я и больше хочу. паспорта. Папа у меня родился в Гисаре. Потом... Он гисарский. Он тоже гисарский. Не, все равно ватан, ватанайкум, тебе говорят, мекашаку. Ну, хорошо. Мы и здесь таджики, и там таджики, мы везде таджики. Джой Тавалуч, дорогие, мисоли гап, ватан. Не, мы подробности. Обязательно мы поднимем этот вопрос, сделаем большой сюжет, почитаем, грамотно расскажем об этой истории и более подробно расскажем еще об отце, покойном отце Расула Бокиева, друзья мои, обязательно. К этому вернемся. Расскажите, а как вы сейчас живете, где вы живете, очень мало информации о вас, что происходит в вашей жизни? Я живу в Москве, в районе Солнцево. Вот, работаю на юго-западе. Вот там комплекс на территории технологического университета. Вот, у нас там школа дзюдо, профессиональную школу мы сейчас сделали. Мы развиваем школу, тренируем детишек. Детишки у нас начинается группа с 3 лет, 3, 4, 5 лет и старшие. Возраст не ограничен. Все желающие могут приехать и... Насколько я понял, у вас вы полностью уже стали тренером, да, там уже вы не скучаете по тем временам, когда вы прям яростно сражались? Знаете, вот человек может жалеть только если не выкладывается на все 100%. Если он спортсмен, то он должен быть спортсменом. Вот, в 2015 году я понял, что дальше уже нет смысла вести профессиональную спортивную жизнь. И я перешел на тренерскую работу. Я хотел на самом деле попробовать себя в качестве тренера. И, кстати, вы кого сейчас тренируете? Там есть и таджики, есть другие национальности, там многонациональные, да, ваши ученики? Наша школа, она открыта для всех. У нас очень разных, в этом плане у нас все открыто. Пожалуйста, все желающие могут прийти. И спортсмены с разных стран даже приезжают. И даже с проездом они приезжают, останавливаются на день, на два, на неделю, тренируются и проходят дальше свои сборы. Вот. И вот в 2015 году я попробовал себя в качестве тренера. Это на самом деле очень такая тяжелая работа. Это надо быть еще психологом, еще надо понимать, направлять человека. Важное вообще в тренировочном процессе не сам тренировочный процесс, а правильный тренировочный процесс. Потому что не раз слышал от спортсменов, что вот они тренировались, и в итоге у них появились какие-то проблемы со здоровьем, со спиной, с колен, еще с какими-то начинаются жалобы. Особенно, когда идет
тренировочный процесс в тренажерном зале. Очень важно, чтобы вот тренер за этим следил и постоянно проверял здоровье самого спортсмена. Хиджама помогает для этого? Хиджама я несколько лет назад, 2-3 года назад для себя открыл это направление. Это я всем рекомендую, всем спортсменам и не спортсменам, люди, которые ведут обычный образ жизни, это вот посещать и проводить эту процедуру. Она очень хорошо помогает. Особенности всем рекомендую приходить как к Фархаду, нашему брату. Вицену Хиджаму, да. Вицену Хиджаму, да, один из лучших в этом городе. Я считаю. Тоҷики мехон салобна барои чи ҳами спортивни мисоли гап тренеритона мисоли гап дар Тоҷикистон давом надодаину дар Россия давом надодаин? Yaxshi. Ами? Поправь сначала. Мы же хотим, чтобы пока Расул красавчиком. А сейчас это. 2012 сол мо ҳамин пешниҳодро карда будем Тоҷикистонда ки мо ҳамин школаи дзюдоро дар Тоҷикистон кушоем. Ай тарафи вазорати спорт сол вай нашид. И идеяи моро, и пешниҳоди моро дастгирӣ накардам. Хай мо варзишгаро ҳамин вазири спорт дорем. Роҳбари моро гӯш мекардаги, пешниҳодҳои моро қабул мекардаги ва рад мекардаги вазира. Мо омадем, пешниҳод кардем, қабул накардам. Омадем Москва. Чӣ пешниҳод буд ки қабул накард? Кушодани варзишгоҳ ҷудо. Ба номи Фарқ надорад ба номи ки. Мо хостем просто варзишгоҳ кушоем. дар Тоҷикистон ҳозир нест ягон школа ҷудо? Принципиально буд ки школа ҷудо Расула Бакиева. То есть даже Москва да мо вақте ки мактаба кушодем, ҷудо города Москвы что-то. То есть хеле, да. даже в Москве у тебя не на твое имя, да, получается? Не школа Расула Бакиева? Я не был сторонником того, что была школа на мое имя. Но вообще у тебя династия, да? У тебя отец был борцом. То есть дед был, это династия, да, у тебя? Не дед. У меня был отец известным пахлавоном, борцом был. Национальным борцом был в Таджикистане. Он был достаточно известным. Могу привести пример своего второго брата. Рустама, он был участником Олимпийских игр в 96 году в Атланте. В Америке, да? Да, ему было 17 лет, по-моему. Вот он такой. Можно сказать, вот то, что я слышал, говорят, что у него талант был намного выше, чем у других, кто вот у братьев, которые занимались. Даже лучше, чем у Расула? Даже так Ну, говорили? есть такие разговоры, да. То есть ты хочешь сказать, что у него талант, его старшего брата было лучше, очень чем даже у талантливым. Расула? Это правда? Ну, ничем, как бы, вот, у него очень Ну так хороший говорили, талант, народ да. так говорил, да? Вообще, отец очень многое передал моим старшим братьям. Вот я последователь их. Они были, да, намного талантливые, но у них не было вот этой свободы и вот эту свою спортивность уже на международных аренах. Брат был вторым на чемпионате Азии, старший. В каком году еще было? В 2001, по-моему, он был вторым на Азии. То есть они могли показывать результаты еще не в 2008, как мы показали, намного-много раньше. Но многое зависит здесь от... Поддержки. Нет, не поддержки, от руководства спорта. Понимаете, если вот я пришел, да, к министру спорта, да, и сделал предложение, сказал, что вот, знаете, я вот олимпийский призер, у меня накопилось очень много опыта, я бы хотел его передать нашему поколению. И если бы министр спорта бы предложил, да, открыть там дзюдо, там как-то клуб
назвать там, открыть секцию, да, и поставить меня тренером. А кто тогда был вообще министром спорта? По-моему, он поменялся, да, уже? Министр Ну, спорта. Недавно. Ну, это не Это обязательно. не важно, кто я это вообще был. в общем говорю. В общем, об обстоятельствах, да, ты Да. Ну, тут, ну, И сейчас бы, то есть, ну, видимо, в этот момент руководителям это не нужно было. То есть, не А видели потом, перспективу. в каком году был такой прям хороший скачок в поддержке спорта, что у тебя уже были результаты, там, бронзовые, там, призер Пекинской Олимпиады, да? Я начал выступать в 2005 году. В 2004 году я приехал, и с 2005 года я начал выступать. И первые вот несколько турниров в конце года мы выступали на чемпионате мира, это было в Ташкенте, по борьбе кураж. Я и мой брат заняли первое место. Потом в Это чемпионат Азии был, 2006... да? Не, это чемпионат мира был А, по чемпионат. борьбе кураж. Это национальная борьба, наш Буштингири, называется кураж, проводят это В Средней Азии, да? нет, в Узбекистане. Ну, чемпионат он открытый, может участвовать Любой. все желающие. Потом в 2006 году были много турниров. Вот основной, да, если взять такие глобальные, чемпионат мира 2007 год. Рио-де-Жанейро, бронза. И 2008 год Олимпийские игры, тоже бронза. Вот. Ну, в этом году у нас было 2 медали. Мне удалось завоевать первую олимпийскую медаль для Таджикистана. Вообще тогда это было в истории Таджикистана. Первая вообще медаль олимпийская олимпийская. медаль, да. И в этом же году занял второе место Юсуф Абдусаламов. Если не ошибаюсь, по-моему, по вольной борьбе. Да. Он занял. Он выступал за Таджикистан. Сам парень из Дагестана. Он сам из Дагестана, но выступал за Таджикистан, да? Да, Как его зовут еще раз? Юсуф Абдусаламов. Юсуф Абдусалом. Вместе принесли, то есть 2 медали в 2008 году. Вот так вот, друзья мои. Парни из Братской Республики Дагестан тоже выступали за нашу республику. И отдельное спасибо, отдельно баракалла нашим братьям из Дагестана. тот народ ждет следующий золото, да, из Олимпиады. У вас есть кто-то из Учеников. Бакиевых или из ваших учеников, ну, у которого есть такие потенциалы, что в будущем они покажут себя? Ну, у нас очень активно тренируется и готовится Сухров. Это мой племянник. Он с тобой здесь, да, 60 тренируется? килограмм. Он сейчас в данное время находится в Таджикистане. Там тренируется. Он больше времени и здесь был. Тоже приходил к Фарходу сюда. На хиджам. Как у него поддержка сейчас? У него как поддержка? Поддерживать его? У него все хорошо. Сейчас есть, да, все? Да, у него все хорошо уже в другом направлении. Ага. ММА, что ли? В дзюдо. Дзюдо? В другом направлении. Да, там Нет, все по направлено. направлению, то есть смотри, я думаю, что ну, теперь раньше не было такой возможности, да, заниматься Поддержки другим не было. делом, и это. Теперь, по-моему, вот эти ошибки все исправили, и теперь у него есть и работа, и сам себе позволяет, да, там вы и другие братья помогаете тому, чтобы не было такого, что на какое-то соревнование не хватало денег или на подготовку. Сейчас все есть. Да, вы знаете, я вот в этом плане не хочу комментировать, но могу в общем сказать, что у Сухрова все нормально. Отлично. Нет, садись с нами даже. Весь потенциал свой он не покажет, да? К нам присоединился Фарход, руководитель авиационного хиджама, очень хороший наш друг, брат. Салам алейкум. Что скажешь, есть к нему вопрос? По поводу Акай Расула скажу, человек, который, если вы все узнаете уже Авиценна Хиджам, я вам скажу, когда Авиценна Хиджама еще никто не знал, Аки Расул про нас знал, и он ходил к нам. Вот, мы дружили с тех времен. Это, можно сказать, один из тех людей, который нам помог
поднять наш статус чуть выше. Может, он прямой потомок Авиценны? Кто? Прямой потомок Авиценны. Нам Я думаю, может и ты прямой потомок Авиценны. Ну да, Тебе не есть кажется? такое. Вот. Ну, так как Мы все- Авиценна это, ну, перс из Бухары, поэтому я думаю, может быть, таджик скажи. таджик. Да. Сейчас вот как часто вы едете домой? Как часто встречаетесь все братья вместе? Сейчас, знаете, у меня сложилось так, что я сейчас в Москве живу. У меня семья здесь, дети. У меня школа здесь. У меня очень много здесь друзей. Авиценна, Хиджама тоже в Москве находится. Так что я очень редко езжу туда, очень. Почему? Ну, бывает, что вообще за год я ни разу не еду туда. Потому что Не скучаете по родине? не то, что не скучаю, просто ну, мы здесь живем, работаем, семья, дети, школа, все так же, как в Душанбе. Не, все равно ватан айкум, тебе говорят, мекашаку. Ну, Аха Расула, Но мы и это- здесь таджики, и там таджики, мы Не, везде ну, таджики. Джой Тавалучи Дагим, все говорят, ватан. Не, мы можем прилететь туда, навестить там отца, да, там, Братья, да. там. приехать, да, родных. Ну, в основном мы их сюда приглашаем, приглашаете. да, чтобы они сюда приехали. Здесь Джахан Дидашан, да, мы все говорят, Европа, Иисус. Ну, Аха Расула, мама часто приезжает. Да, сюда. вот сейчас я хотел Машаллах. перейти к этому вопросу, что про вашего отца все знают, да, даже я думаю, что старшее поколение больше знает про отца, чем вы, да, чем про вас. А про маму очень мало кто знает. У мамы вот в роду были поломы, там, дяди. Падар Мударой, Атаф Мударатом, да? Насколько я знаю, мой, по-моему, дедушка, он был бизнесменом. Мамин Да. отец. Вот. Мама была достаточно из благополучной семьи. А отец, он был студентом, приехал в Таджикистан, ну, поступил в этот институт. Вот, и вот познакомился с мамой. В Москве. Откуда приехал? Душанбе. В этом, в Ленинском районе. Ага. А То есть- папа откуда приехал? Вообще, от Агжая. По истории, папа у меня родился в Гисаре. Потом, Ой, он гисарский. Он тоже гисарский. потом Я чего гисарский? у него такая история, знаете, есть такое село, называется Хунакой Кухи Да, в да. Гисаре. Вот. Это Знаешь? деревня. Нет, не знаю. Не знаешь, что? Это отдаленная Дурник Гисара, Кургай. это деревня. Вот. Ну, это отдельная история, и это длинная история. Можно рассказывать и рассказывать. Расскажите, если есть возможность. Расскажи немножко, да, интересно. Про отца немножко узнать. Отец Мне вот очень интересно про вашего отца родился, знать. родился каждому. в этом в деревне. И в этот момент, ну, отец, ну, моего отца, отец, он уезжает там служить, ну, в армию. И потом оттуда приходит повестка черная, что он погиб в каких-то там операциях, там что-то случилось, приходит письмо, что он погиб. Ну, потом все, проводятся эти обряды. Потом мама моего отца, она, ну, ее хотят выдать замуж снова. Но муж отказывается от сына. Говорит, что, ну, если вы, то есть, отдадите сыну своего, я возьму девушку себе. Без сына, короче. Без мальчика. И они принимают решение, моего отца отдают в мечеть. Отдают на богослужение. И имаму этой мечети. Он его берет, называет его Худой Назар. И в этом, ну, мама моего отца, она выходит замуж. Вот, у них рождает, ну, они выходят Семью замуж, создают, да? они создают семью. А мой папа, он в мечети. Он маленький еще. И в этот момент приходит семья, которая не может иметь детей. Они были пастухами.
они просят этого имама, чтобы дали этого мальчика, чтобы они вырастили его как сына, вот, и чтобы он был им помощником, сыном. И имам этой мечети отдает ребенка. Говорит, на, воспитывайте. Там. Они берут и воспитывают, и лет через 5-6 у них, то есть мама забеременела. Не своя мама, а вот те, которые усыновили. Приемных родителей рождаются. Машаллах. Прикинь? Амриху. А теперь ты представь, эти пастухи, они продают все свое имущество, собирают ребенка и уезжают в Туркменистан жить. Они уезжают туда. Проходит какое-то время, а мама моего отца, его муж, папа моей папы, он приходит с армии. Это родной дедушка, который сказали, что умер, да, Да. получается? Он приходит, Живой. да, живой. Это какой год? В каком году? 40 Это какой-то? вот Ну, а сколько лет, получается, тут было? Ну, сейчас сколько было? в 12 году он ушел из жизни, ему было 63. В какие года твой дед, получается, служил? 12 Это там, Да, ну, 40-е, да, получается? я В вот 2000 сейчас вам году произошло? рассказываю, знаете, это когда я об этом все узнал, это вот было журналистское расследование, и они все вот выяснили все это, эта история. Я немножко про историю знаю, поэтому... Ага, ты поэтому, да, задал вопрос? Молодец. Подводящий Потом такой. приходит как бы папа моей папы, Дедушка, короче. то дедушка приходит, и они все удивляются. И потом Сколько лет спустя он старейшины, возвращается? Ну, 2 года, по-моему, 3 года, ну сколько там. Он приезжает, и его сажают старейшины. Показывает письмо и объясняет, говорят, ну, слушай, к нам пришло письмо, мы вот так это приняли, и ты в итоге вот вернулся, мы вообще не понимаем, как. И он что говорит? Говорит, что, слушайте, хорошо, я все принял, пускай он как бы даст развод моей жены, я ее возьму Обратно. обратно. Бобок деген, бибит обратно берет, да? Да. И когда он дает развод, моя бабушка, она бежит в мечеть, чтобы забрать сына. Приезжает, а имам, он в растерянности, говорит, что Ребенка не отдал, а твой сын умер. И я его похоронил. Ну, чтобы уметь абакана. Да. То, что Падали дедушка, тра мега, дедушка. мисля, Да. да, бибит мега, да, мега кип. Он не говорит, что он я отдал пастухам, но они потом были бы искали. То есть твой отец жил тогда в Туркменистане, да, получается? Он прожил какое-то время Сколько в лет он жил? Туркменистане. Он вырос, потом он переехал в Узбекистан. Он там немножко там еще пожил там лет 5, 6, 7. Ага. Потом оттуда он приехал в Душанбе и поступил в университет физкультурный. И понятия не имел, что его отец и мать живы, да? Нет, он ничего об этом не имел понятия. А сколько лет ему было, когда его забрали, пастухи? Ну вот, я точно не могу сказать. Если это интересно, это есть в интернете. Можно поднять историю и там все прочесть. И там написано, кто вел это расследование, какой журналист, откуда это все, доказательства. Там все есть. Подробная Ну, история. сейчас годы не важно. Да, давай, кульминацию да, узнаем, что потом случилось. Поступил в Всё, университет. в Какой университет университет. поступил папа? Физкультурный. Ага. Но жил, так как у него средства не было жить в Душанбе, он жил в Ленинском районе, Ага. в ближайшем районе. И вот там он познакомился с мамой. А вообще он узнал про эту историю, потом как узнал о своем отце и матери? Это все было журналистское расследование. То есть он Они- своих родителей потом так и не увидел, да, получается? Нет, они ушли из жизни. Он увидел своих этих Хештабор. братьев, Хештабор, они все приехали к нам из этого села. То есть там такая глубокая история с подробностями. Обязательно мы поднимем этот вопрос, сделаем большой сюжет, почитаем, грамотно расскажем об этой истории и более подробно расскажем еще об отце, покойном отце Расула.
до Киева, друзья мои, обязательно. К этому вернемся. Нас 5, было 6. Мой второй брат, он как бы ушел из жизни. Еще ему было 8 месяцев. Есть. Да, нас в общем было 6. А сейчас 5 мальчиков. Какое чувство было? И первым, вот отец что вам сказал? Отец еще мне сказал в 2004 году, когда я сюда приезжал, его слова всегда были со мной, что он мне отправляет, дает свое благословение, чтобы я прославил Таджикистан, чтобы я прославил школу в Киеве, вот, во всем мире. И я вот только с этим благословением приехал и начал работать. Вот после того, что как отец ушел из жизни, у вас какие отношения с братьями остались сейчас? Ну, отец ушел из жизни перед Олимпийскими играми в 2012 году. Это как раз было на сборах, в Звенигороде мы были. Олимпиада была за 1,5 месяца. 1,5 месяца и была Олимпийские игры. Мы были на сборах, я прекрасно себя чувствовал, очень хорошо себя чувствовал. Вот я входил в форму. И мне звонят и сообщают, что вот надо приехать срочно в Таджикистан с отцом попрощаться. И я последний день сборов был, я ночью так вечером мы сидели, ужинали, и после этого звонка я просто встал, сказал: ребят, мне надо ехать. А мы как раз строили планы на завтрашний день, что мы утром отрабатываем, потом схваточки, вот с этим надо побороться, вот этого надо выиграть. Вот так построили планы, но у Всевышнего были свои планы. Потом мне звонок, я встаю и говорю: братья, отец уходит из жизни, мне надо поехать попрощаться. Они меня поддержали, и мы сели в машину с моим учеником. Мы приехали в Москву, пока ехали по дороге, мне звонили, сказали, что все, отец ушел из жизни. Все равно там билеты заказали. Сели и прилетели, поучаствовали на похоронах, проводили отца. Вот. Ну, я там потерял 2-3 недели. Просто, там гости, очень много людей приехало попрощаться с отцом. Вот. Но отец всегда говорил, вот если я уйду из жизни, чтобы ты завтрашний день встал и продолжил свои тренировки. Просто было очень тяжело психологически настроить себя. Я хотел выполнить, мне это не удалось. Просто на завтрашний день одел форму, вышел на стадион, думал, немножко пробежку сделаю, а потом начну работать. Я просто не смог психологически себя настроить. Это было очень тяжело потерять отца. Тем более в семье это было первая большая потеря. Вот. Я сделал пару кружочков, я понимаю, что я не смогу тренироваться. Я остановился, подумал немножко, посидел полчасика. И я понимал, что передо мной стоят Олимпийские игры, мне надо еще там выступить. После в семье случилось еще одно событие. Вот. Я развелся с семьей. Вот. Это тоже повлияло. Это тоже было перед Олимпиадой. То есть со всем этим я поехал на Олимпийские игры. То есть подготовка сорвалась у меня. Психологический настрой у тебя был. Я все время себя настраивал. И в итоге ты плохо, да, выступил на этом Олимпиаде? Ну, в итоге вот вы можете, доступно. Сегодня мы с Фархадом смотрели схватку с парнем с Узбекистана. Ну, мне удалось пройти Англию, удалось пройти узбекского спортсмена. Потом я встречался с японским спортсменом, там по замечанию проиграл. И за утешение я боролся с французским спортсменом. Там тоже по замечаниям проиграл. И все. После Олимпиады настроился, думал, все, сейчас я буду бороться в Рио-де-Жанейро. То есть не удалось. Это какой год? Не получилось у меня, как говорится. 18? 12. 19? 12. 12.
2012 это было в Лондоне. Ну, это событие, я скажу, знаете, в жизни. Это был, наверное, какая-то проверка. И я всегда, у меня такой принцип, что я должен сделать все возможное с своей стороны, чтобы потом не жалеть об этом. Вот. Я максимально старался себя настроить. Я сейчас понимаю свою ошибку. Мне не надо было возвращаться со сборов, мне надо было там остаться. Когда я прилетел в Душанбе, когда я попрощался, все вот это, когда я все это еще увидел, это еще больше меня загрузило. То есть вы считаете, что если отец бы так посоветовал бы, чтобы вы не возвращались? Да? Вы знаете, там не было вокруг отца, я не знаю, я бы скажу так грубо, ни одного разумного человека, потому что отец был очень разумный. Он перед смертью, когда стоял, он говорил, чтобы об этом Расул не знал. Он должен готовиться к своей Олимпиаде. И в итоге они это не скрыли, они сразу же мне сообщили. И я, естественно, как сын сразу прибежал. Ты сам рад, что они тебе об этом сообщили? Я рад, что они мне сообщили, но в другом случае там контроль должен был взять, наверное, кто-то из старших и мудрых. Он должен был мне, наверное, позвонить. То, что я сейчас сделаю, если буду советовать своему племяннику, да, и контроль взять под себя и сказать: все замечательно, ты любящий сын, мы тебя любим, мы ценим, мы понимаем, что как ты переживаешь, думая о своих целях, вот там ты его порадуешь больше, чем здесь. Мы здесь справимся. После Олимпиады приедешь и попрощаешься. То есть я бы посоветовал своему племяннику именно это, чтобы его подготовка не сорвалась. Потому что человек ушел из жизни, ты уже ничем не сможешь помочь. Ты чуть раньше можешь побыть, чуть позже можешь побыть на его похороны. То есть от этого ничего не изменится. Может быть, Ты джаназа что успеть когда-нибудь? Конечно. Вот я хочу такой насчет этой темы последний вопрос задать. Пройдет там лет 10, дай Аллах, чтобы у вас будет еще один сын, да? И он задает вам такой вопрос: какой был мой дед? Вот как вы описываете своего отца? Он был очень Да, справедливым, кстати, очень хороший вопрос. Как ты описываешь? мудрым. Ну, он сделал все возможное и невозможное для нас. Он отдал всю себя для нас. Он нас очень, он нас воспитал. Кем мы сейчас являемся, это его воспитание. Кто-то о нас хорошо отзывается, кто-то плохо. Но большинство, вот как я вижу, в 2008 году я участвовал на Олимпийских играх. И сейчас 2020 год. Прошло уже 12 лет, да? Люди вспоминают эти Олимпийские игры, как будто это случилось вчера. Вчера был, да? Да. Этой этике, этому уважению, этому отношению к этому виду спорта душевно, да, не загрязняя его с финансами, не продавая схватки. Этому всему обучил нас мой отец, и он является моим тренером. Вот. Я о нем могу говорить и говорить сколько угодно. Вот. Но у него была одна мечта, чтобы его ученик или его сын прославил его на Олимпийских играх. И я не жалею ни о чем, потому что я максимально себя вкладывал в эту мечту, чтобы его прославить. Было очень тяжело, было очень трудно, были всякие моменты. Но несмотря на это, я никогда не сдавался. С его благословением и с его словами, что нужно прославить Таджикистан, и нужно прославить школу Бакиевых, вот с этими словами я приехал и начал работать над этой мечтой. В итоге сегодня мы открыли здесь, в Москве, профессиональную школу дзюдо. Отлично. Есть вопросы? Да, у меня есть. Так как это будут смотреть наши земляки, Мардами, Таджикистан, Таушмекна,
بریم و دولت غریبا میسازی دارم مردم غریب تاجیک یا هم گفتنی هستی برای بچهای غریب برای مردم تاجیکستان واقعا تاجیکی خیلی میگفتی вообще زوری دور میشد ما میخوام که اولش مقصد معین کنم بهترش مقصدشون معین کنم و بعضی بچه ها میبین میگن اکای رسول ما میخوایم مشق کنیم ما میخوایم چمپیون شیم برای که چمپیون شدن برای بچه با اوبرو شدن تامی راه دا باید خطاباتی همه پست بلندی را باید بگذاری دا جوش دا میشوه که یکی هست یکی نیست همین چیزو را گذاروندن در کوره ایروده بخوا در کوره اگر که همین مقصد دا پیش مونه باید ну چه بگم کمتر امی ای سال 2004 امی اورسی گپ زده کمتر تجربه اورسی زیاد شده بعضی کلمه ادبی тоджики را да то никто руси габзан что фамант самые развитые люди они прежде ставят цель чем они не смотрят на средства они прежде ставят цель а потом начинают действовать занимался чем-то да и я был каким-то спортсменом он кассиром работал где ты был кассиром скажи Где? кассиром работал где Нет, обсчитывал все мы будем держать дружку что мы будем он сейчас сказал кассир, а потом поставит отрезок, где я говорю, да, я там... обманывал Ты людей уже сказал, да, уже поздно. Что тоже имейте в виду, если что-то будете говорить, да. Знаете, нужно определиться, если он пришел сюда работать, да, и зарабатывает много денег, ну, пускай развивает свою. Самое главное, чтобы он зарабатывал это Деятельность, халяльно, да, и любил тем, что чем занимается. Цель нужна. Кем ты хочешь стать? Хочешь стать миллионером? Стань. Что надо делать? Надо брать пример у миллионера. Хочешь стать спортсменом? Бери пример у спортсмена. Я считаю, что ما فکر میکنم که یگون فرزندی آدم کو بیچاره نیست. خدا او را بیچاره و خیف آفریدگی نیست. Это наше самовнушение. Если ты в данное время находишься вот на таком уровне, на низком уровне, скажем, у тебя такая не очень такая чистая работа, то в этом ты сам виноват. Ты можешь с этого подняться. Но тебе надо не сидеть, да, не расслабиться, а именно встать и работать. Работать ночью. Много читать, узнавать, знакомиться. И самое главное, надо в жизни быть порядочным. Если ты сказал слово, ты должен держать это слово. Вот тогда ты обретешь авторитет вокруг себя. Даже вот пускай у тебя будет круг такой минимальный, ты сначала там получишь свой авторитет, а потом будешь расширяться. Это все возможно. Нужно менять свой внутренний мир. И прямо совета, правильно? Пожелания, пожелания, таманиот. Я хочу, чтобы все таджики получили паспорт. Я больше Мы здесь сделаем автономную... Чтобы наш таджикский паспорт аннулировали. Да мне вообще он не нужен. Чтобы по 7 тысяч не платить. У меня еще тут камера, так что... Ты записал, да? Да, у меня тут еще Кстати, в камера. этом телевидении точки богом. بهترین میشه برای مردم توجیک خانم که با ورزش مشغول باشن. Ну, короче, занимались делом. азор амадака ҷон хушбахт бошӣ ҳама вақт сарбаланд бошӣ мисол дигар ки мо дар назд бошем ягон мусобиқа мешад дар наздикии што мо биёем дар барот бошем мисол дигар як ҳамин сол насиб карда боша шогирдота сиёмка кунем мисол дигар я дорум я мусобиқаи зур гузаронам мусобиқаи коммерческий. Каждого человека нужно оценивать его труд. Знаешь, вот человек трудится, да, приносит очень много пользы, да. И вот тут какой-то там, какие-то там 3000, 2000, 4000 оплачивается. Это на самом деле нужно оценивать труд человека. Знаешь, то же самое, когда человек приходит, да, на соревнования, он готовится, он работает, он проходит через травмы, через всякие там неудачи.
Он приходит, соревнуется, и он побеждает, да, грамоту ты отдал, да, медаль ты отдал, да, кубок ты отдал, ты должен поощрять его еще чем-то. Грамота, кубок это замечательно, нужно еще отблагодарить его. Вот я очень поддерживаю Международную федерацию дзюдо, то, что они сделали все вот эти большие шлемы Гран-при Кубки мира, сделали коммерческими. Да, для первого места, допустим, дают 6 тысяч евро. Да? А таких больших шлемов в год они проходят там 5-6 таких больших шлемов. И плюс, кроме этого, десятки проходят гран-при, все финансовые, коммерческие, Кубки мира коммерческие. Это надо мотивировать, надо. У меня каждый месяц, в конце месяца, проводится турнир внутри моей школы. Да. Да. И я первому месту вручаю конверт. Он получает звание лучшего дзюдоиста в нашей школе. И еще конверт. Это мотивация. Вот каждый турниры я хочу, чтобы проводились вот такими. В чем заключается тренерская работа? Если у мальчика нет желания, это нужно развивать. Дать ему какие-то мотивационные советы, показать направление, показать примеры, заинтересовать ребенка. Я считаю, это самый лучший тренер, который может быть. Если он слабый физически, ты должен его укрепить, чтобы он набрал физику. Если технически, надо давать ему техническую работу. Вот, на гибкости нужно развивать, мотивировать. Вот у нас в школе, да, вот кто садится на шпагат, я поощряю его призом. Да, я говорю, вот кто, пожалуйста, дети, кто сел на шпагат, я дам ему подарок. Все, дети бегают, прыгают. Они и дома будут заниматься, и в школе будут заниматься, и у меня будут Есть заниматься. мотивация, да? Понимаешь? О, тренер обещал. И одна из девочек, наша Кристина, она села на шпагат. Она пришла ко мне, тренер, я села на шпагат, когда будет мой подарок? Я недавно ей подарил подарок. А что за подарок? Подарок я ей сделал футболочку, значит, с ее надписью на спине, с знаком Россия и название нашей школы. Все на золотом. Надо мотивировать. Да. Есть очень такая хорошая притча о яйце орла. Слышали, нет? Нет. Золотое яйцо Чингисхана, слышите? Это немножко другое. Это направление Авиценны. У меня, я как-то читал там в интернете. Мне очень понравилось. Короче, яйцо орла ставят под курицу, да, и плюс там еще яйцо добавляют. Куриный. Куриный, да. Она высаживает, и появляются птенцы. Птенец орла появляется и цыплята. И птенец, он такой растет, все время неуклюжий какой-то, он слишком большой, клюв начинает сгибаться. Там Медруян. Кадр домой после вас. И что потом? Да, он растет среди цыплят. И он какой-то неуклюжий. Они все шустрые, раз, зернышко там, раз, поели. Все, и проходит время, и он все растет и растет. И вдруг какой-то сигнал там. Прячься, там. Орел летит. И все прячутся, и орел, птенец тоже прячется. Под курятник там, где-то там прячется. Говорит, а что случилось? Говорит, тихо. Говорит, орел летит, говорит, сейчас может унесет. И этот птенец поднимает голову и смотрит на орла. И говорит, вот это да, классно, говорит, быть орлом. Летит так высоко, говорит, все его боятся, говорит. Живет в недоступных местах. Ест самое свежее мясо. Как классно быть орлом, говорит. Опускает клюв и дальше ищет еду. То есть смысл какой?
Если птенец орла попадает в курятник, Он станет в порядке. то из него вырастут максимум, вырастет только петух. Дальше он не вырастет. Поэтому очень важно Окружение. своего ребенка, на какой вид спорта и какому учителю ты отдаешь. Если это круг, ну, как сейчас мы рассказали, не будем об этом говорить, то он этот Круг учитель Макгрегора. сделает таким. И все. То есть я от этого сделал такие выводы. Короче, я, Потому что насколько я это понял, было- если он попадает в круг Макгрегора, он станет Макгрегором. Если попадет в круг Хабиба, он станет Орлом. Это маленькая если- шутка, но- знаешь, для любителей ММА. Не комментирует ММА просто. Ну, вот Серьезно? как вы относитесь к... Как ты вообще относишься к ММА? Может, Акира Расул. Давайте про Авиценну будем рассказывать. Почему? Ну, потому что Акира Расул за бои халяльный это не вид очень. спорта. А, то есть это харам, да? Ну, не то, что харам. Я не запрещаю, я не говорю, что я это... Ну, Ну, я спорт лучше, просто- чем проституция и так далее, правильно? Просто когда нам когда Баха записал видео, обращение к нашей республике, нашим ребятам, чтобы мы обратились к министру спорта, некоторые начали и мне писать, почему ты репостишь его именно пост, когда это является харамным, да, типа это нельзя. Не А я халяльно. говорю, а что ты считаешь, лучше пусть не ММА занимаются, а лучше занимаются он проституцией, еще чем-нибудь? Либо по клубам ходят. Пусть занимаются лучше ММА, чем делают вот это. Тем более сегодня ММА это на самом Ну, деле... запрещено на данный Не, момент. вообще, я имею в виду другую сторону ММА, то, что она коммерчески развит, этот вид спорта уже на втором месте, можно Ну, сказать, после объединяет футбола, людей, да, объединяет людей. Этот вид спорта очень сильно прогрессирует в мире, допустим, да, там. Хотелось бы послушать твое мнение. А что ты ММА? По-любому, Каждый у тебя по-любому есть занимается- очень хорошие друзья ММАшники, то я в этом не сомневаюсь. Каждый занимается своим любимым видом спорта. Поэтому тот, кто занимается ММА, он старается быть лучшим в этом виде спорта. Поэтому я не могу, и я считаю, что я не прав, если я буду комментировать их и говорить, что это неправильно, что это еще как-то. Ну, человек занимается этим, ну и замечательно. То есть... Вот я хотел такой вопрос задать, что вы когда-нибудь на улице использовали свои приемы? Приходили там? Дрались на драться? улице? Шапка Рагидов? Я давно уже не помню, когда я дрался последний раз. Были очень какие-то неприятные моменты, но самый сильный удар, это я считаю, что это ум. Можно очень так аккуратно и головой так сильно ударить, человек может не понять, откуда дует ветер. Прилетело, да? На граммах, Понимаешь? да. Потому Ваш самый что любимый прием какой был? по борьбе, Да. борьбе, Хомерме сальто вертуха, или как это называется? а я очень любил спину бросать через спину со стойкой. Да. Покажите на фарфоре, тут есть место, пожалуйста. Не, давай на бахнуть. Спину я любил и бахану брать. все вообще дзюдо целиком и полностью я любил, потому что все виды подсечки, зацепы, передняя подножка, бросок через себя, захватом за пояс, бросок через бедро, спину разновидностей, там куча всяких вариантов, обратная с рукав там, вот, обратная фальш-атакой, ну, я могу вам говорить и говорить, сколько понимаю, у нас да. зацепы, голень, А вот это как прием изнутри, называется, снаружи, когда- комбинация, Когда на Олимпиаде там троих или четырех подряд прям одним и тем же приемом бросок через голову с упором ноги. ловит вот так, ложится, его опрокидывает, короче, он, короче, Вот вопрос. Что должно случиться, чтобы Расул Букиев приехал в Таджикистан и в Ленинском районе открыл еще свою школу? То, что отец начал, дальше продолжать. Продолжим начать отца. Я считаю, что я дело отца продолжаю, потому что мы находимся под одним небом, и вся земля, это... мы сами себе не принадлежим. Мы сюда приехали, и мы здесь гости. Где мы бы ни находились, если я родился в Таджикистане, я всегда останусь таджиком, даже если я
уеду куда-нибудь в другую страну, не только в Россию. То есть, но у меня было огромное желание открыть школу Душанбе, но это должно было проходить на уровне, потому что я один из тех людей, который смог прославить наш Таджикистан, да, на весь мир. Весь мир смотрит Олимпийские игры. Да, это была история. Я считаю, что надо было это все сделать на уровне, чтобы всех молодежи заинтересовать в этом прекрасном виде спорта. Но так как мои планы не нашли единомышленников, я приехал и сейчас сам развиваюсь. Развиваю свою школу здесь. Но и здесь же у меня, как сказать, на 30-40% состоит в моей школе мои ученики из наших же таджиков. Остальные 60-70%, то есть местные. Разные. Мне это доставляет удовольствие, когда я делюсь своим знанием. Поэтому это зависит возвращения, делиться опытом. То есть своих учеников здесь я уже не могу оставить. Я всегда должен быть рядом и поддерживать их. Но открыть еще одну школу в Душанбе я с удовольствием. Но... Если министр спорта скажет, это должно приедь, заинтересоваться, знаете, это должно заинтересоваться такие. А ты сам вообще ты вообще сам не заинтересован сам? Была Он же же школа. сказал, что заинтересован открыть вторую школу. Хорошо, у меня другой вопрос. Можно задам вопрос? Да. Так как этот дзюдо любимый вид спорта Владимира Владимировича Путина, да, ты бы хотел с ним побороться? Владимир Владимирович, бороться. Если, как сказать, пригласят, чтобы стать спарринг-партнером, почему бы нет? Я дзюдоист, я останусь любым. Дзюдо нет, то есть высших или да. Есть любимые спортсмены, есть авторитеты, но они авторитеты в дзюдо, то есть в мировом дзюдо, олимпийский чемпион мира, то есть технически. Я хотел задать такие вопросы из прошлого вашего спортивного карьеры. Мы, когда чем-то занимаемся, всегда смотрим, равняемся, или кто-то по этим направлениям нам нравится, да, его работа, его деятельность. Какие палвоны в Таджикистане, кроме отец вашего, да, кроме братьев, другие из других регионов, из других районов, из других школ вам больше нравились, и сейчас есть у вас в памяти, что парень был очень хороший? В нашей семье всегда был примером, это Саид Мумин Рахимов. Отец всегда его приводил в пример в нашу семью. Говорил, что человек, который прославил Таджикистан на весь мир. Он стал чемпионом мира в советское время по самбо. Пускай это будет не олимпийский вид спорта, но он сделал все возможное. И я мы всей семьей очень глубоко уважаем этого человека. И я в том числе очень благодарен, что он всегда был с нами в нашей семье. И я очень ему благодарен, что Тушуна Джанат Кна, Бадай Олимпиатимо дар позихой Олимпии, Акай Саид Мумин Рахимов, он сам лично приехал к нам в школу, нас-то не было там, он лично приехал, поздравил мою маму в нашей школе, и поблагодарил, что они воспитали, такого спортсмена. То есть это человек, для нас он является авторитетом. Он пример для нас. Всегда был. Отлично. Все, у меня больше нет вопросов. Есть вопросы? Закругляется, да, тогда? Да, можно. Да. Как он так на пасге молчал, у меня еще один вопрос. Я так могу, много вопросов задать. Уже
сам Расул устал, да? Друзья, в конце хочу напомнить вам, что спонсор данного видео является наш брат. Наш брат, а ведь Не спонсор, а организатор этой встречи, Подожди, пока еще не закончил. И спонсор, и организатор данного интервью. Но пока мы записываем на диктофон телефона, надеемся, что на будущее у нас будут петлички хорошие. Все, спасибо тебе большое. Тебе тоже спасибо, папа. До новых встреч. Спонсор, я пару словечек и все сказал.